Архивные документы в мультимедийном пространстве. Мемориальный комплекс жертвам репрессий полностью модернизируется. Средства на это были выделены из федерального бюджета к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Напомню, в музее представлено около 6000 экспонатов. Фонд разбит на 5 коллекций. Репортаж Тамары Хашагульговой. Это у нас музейный киоск. Это то, что встречают посетителей. Это еще не все, что ждет посетителя в музее жертвам репрессий. Интерактивные панели, демонстрационные мультимедийные столы и электронные афиши. Внедрять новые технологии в музейное пространство начали совсем недавно. Получить информацию о музее, узнать стоимость билета, стоимость экскурсии. Есть переход на сайт музея, будут размещены афиши. И полностью то, что у нас на территории находится. Можно будет открыть, посмотреть и получить информацию. Интерактивные инсталляции и звуковое оформление должны помочь гостям глубже понять тематику экспозиции, расширить возможности в изучении различных коллекций и, что называется, погрузить в атмосферу выставки. Мы сейчас только скидываем материал, чтобы нам загрузили информацию. Но у нас будет возможность для слабовидящих, синтез речи, будет возможность людям прийти и сразу же напрямую здесь будет чат, можно будет задать вопрос сотруднику мемориала, где он сразу же уже получает ответ. История и интерактивные технологии, которые помогают лучше ее прочувствовать. Такие ноу-хау в музейном комплексе ждали давно. Но начать долгожданные изменения получилось в ноябре прошлого года, благодаря средствам, выделенным в честь празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Радиальные витрины, их у нас 2, их было прям очень сложно собирать и устанавливать. Плюс у нас появились интерактивные панели, это 5 интерактивных панелей, 3 интерактивных стола и 1 музейный киоск. Правда, сейчас здесь настоящая музейная тишина. Ни выставок, ни гостей. Музей сейчас закрыт для посетителей. К слову, впервые за его 24-летнюю историю. За время ремонта в комплексе изнутри он полностью поменялся. Это покраска стен, замена пожарной безопасности, полностью заменена у нас была проводка. И после уже в ноябре уже начали установку мебели, в декабре. Я еще добавлю, у нас новое освещение, то есть у нас сейчас будет не просто технический свет, а прям направленный свет. Документы, фотографии, аудио, видеоматериалы, предметы быта и не только. В фондах музея более 5000 экспонатов, свидетельствующих о репрессиях 20 века. В обновленном здании по-прежнему 4 экспозиционных зала. 1944 год. Так это было. Зал памяти трагических событий 92 года. Зал репрессий и временных выставок. Увидеть изменения в музее воочию все желающие смогут совсем скоро. 23 февраля он начнет работать в прежнем режиме. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.